Так, запустил я. Все. Алло. Сейчас. Кажется, все нормально. Но для того, чтобы я видел, наша страница. Цена и на. Характер вещать. Его сообщение Юсом. Ну, хоть сам соглашаться. Оглушвацбая. Даже не знаю почему. Да, не глушу походу. Глушу. Затем на засорту лечь. Валейкум ассалам, раматуллахи ва баракатуху. Так, я сейчас тут все настраиваю, как я не люблю это дело. Всех уж настроить я. Вот. Бава Гучвелема. Нет, поставлю-ка я сюда. 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 Так, я тут, если что, сейчас для информации с основного трансляцию делаю и перейду сюда. Чуть поближе камеру. Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Марш Доллар Шушадеша. Приветствую вас всех. И вы тоже, смотрю, тоже здороваетесь со всеми. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Алхамдулилlah, шадик дигду туярду. Кузвайца, я сейчас на трофейном языке буду говорить, как говорится. Вот, с нами сейчас тут присутствует наш брат, вот, Тамерлан. И мы решили сегодня вот так провести вместе эфир. Это я так решил, что будет слышен только голос. Вот, поэтому как-то так. Валикум ассалам, рамтуллах баракату. Машдуал шушадыша. Вот. Ну, начнем, Тамерлан. Да, можно начать. Сегодня, как мы знаем, 8 марта в 2005 году, так сказать, был, стал шахидом наш президент Осман Асадов. Это всем известный факт. Долгая воля. Да, шуна анзор. Она на ежешна, шумасана дал соборла. Да, сюнгяду, дюнал, хотя бы тажим молмуни. Амин, амин. Амин, я Аллах. Валейкум ассалам, рамтуллах баракату. Аллах рейс хусаваш. Как я говорю всегда, как мы все это знаем, Алхамдулиллах, хвала Всевышнему, что у нас много имен, много наших героев, братьев и сестер, которых мы можем так называть. Их очень много, и мы гордимся ими всеми одинаково. Без разницы, был ли это президент, амир, или муджахид, или командир. Они все для нас одинаковые. Вот. Пусть Аллах примет их шахаду. Иншаллах, они будут в раю. Иншаллах. Иншаллах.
настройки Ахваз, я тут тоже свое настраивал, это второе. Никак не получается. Мгм. Я сейчас просматриваю сообщения, комментарии. Сначала посмотрю, есть ли или пропустил ли какие-нибудь вопросы. Вот. Я тоже как раз смотрю. Алейкум ассалам ва баракату. Аминь Аллах масубу лиш Аллах дейхал. Кстати, начну, наверное, с того, что слишком много слухов, слишком много дезинформации по этому поводу, по поводу убийства нашего президента в этот день, 8 марта 2005 года. Сегодня мне позвонил один наш брат вот, и поинтересовался. И он у меня спрашивает: Анзор, какого числа был убит наш президент? 6 или 8? Ну, я говорю, он был убит 8 марта в 2005 году в селении Толстой-Юрт. По-чеченски село это называется Дойкройль. Вот. Были некоторые лица из как бы нашего окружения, которые вот, говоря простым языком, пудрили мозги людям. В основном это сделали русские спецслужбы, которые вот изменили вот эту дату, вот, что это было сначала этого числа, другого числа, потом они сказали 8 марта, потом пошли слухи, что он был убит его родственником и так далее и тому подобное. Вот, но я, да, сейчас подкорректирую и скажу, что он был убит утром 8 марта 2005 года. Он работал до утра над разными делами. Человек был на войне, наш лидер был на войне. Вот. И прочитав Коран, уже он пошел спать. Вот. И похоже, что спал лишь час, около 2 часов. И вот русские начали этот штурм этого дома. Вот как это произошло. Потом показывали всяких марионеток, якобы, которые говорили, что якобы они принимали участие в этом убийстве. Вот. И хочу сказать по этому поводу, что никакого участия чеченцы в этом не принимали. Ни чеченцы, ни кадыровцы, никто. Потому что русские, Путин, российские спецслужбы просто не доверили эту операцию вот этим марионеткам. Вот. Там действовал спецназ, который прилетел из Москвы, прилетел в Моздок, в Осетию, на самолете. Потом они на вертолете полетели в селение Толстой-Юрт, окружили именно этот дом. Затем потянули российские войска с соседней базы, окружили полностью село, все улицы и начали штурм. То есть все это произошло одновременно. Лишь потом, когда они убили нашего президента, вот, лишь тогда были подтянуты вот эти марионетки. Там, подтянули их, они приехали, вот, и начали там делать такие громкие заявления. Ну, никогда не забуду заявления, вот не помню, подкорректируй меня, Тамерлан, если вспомнишь его имя. Они для меня все одинаковые, вот эти марионетки. Умаров, что ли, был, их министр МВД, не помню, фамилию не помню, такого низенького роста. Вот, он сказал, что тело Аслана Масхадова выставят на всеобщее обозрение в центре города Грозного, чтобы люди как бы плевали в него, в это тело. Вот такое заявление сделал этот марионетка. Мы, конечно, не забываем ни единого слова, ни единого шага, которые сделали вот эти марионетки. Мы никогда не забудем, когда был убит наш лидер Абдулхалим Садулаев, пусть Аллах примет его шахаду, когда они его убили, вот эти марионетки, и когда его тело повезли в Хоси-Юрт, чтобы показать
своему маленькому царьку, вот, этому кабану, и выставили это тело на показ, сняли там видео, где они там в самом мерзком виде, оскорбительными словами пытались оскорбить этого героя, героя нашего народа и героя Кавказа. Вот, хотя на самом деле они оскорбили себя всем этим поведением. На ничего более они не способны. Вот как это произошло, коротко говоря. Да, еще раз хочу сказать, что его тело все еще не выдали по сегодняшний день, то есть мы не похоронили своего близкого человека. Я знаю, он и близкий и для вас тоже. Я знаю, что вы его уважали, что вы его любили как родного человека. Россия, вот эта российская власть в лице Путина, они запретили похоронить его, как подобает, вот, как говорит любая религия. Вот. Это безбожники. Наш враг не имеет никакого лица, человеческого лица. Это варвары, это не знаю даже какое слово подобрать. С нами воюет самый ужасный враг по сегодняшний день. По сегодняшний день вот этот враг руками своих марионеток убивает наш народ. Вот мы знаем, вы это знаете, что Путин отдает приказ своему халую Кадырову, чтобы тот посылал чеченцев умирать в Украине в абсолютно ненужной нам войне. Вот. На стороне того врага, который нас вечно убивал. Тамерлан, я пока закончу. Вот, Анхей такова. Анзор, помнишь, я тебя как-то один раз спрашивал, ну, насчет тела, да? Ты мне как-то объяснил, говорил, что там как-то Кадыров что-то хотел сделать, типа, якобы он хочет стать как бы, как ты сказал в тот раз, ну, короче, он хотел как бы стать, да, таким лидером в тот момент. Помнишь, что это? Нет, не помню. Я думаю, было... Смотри, это было, знаешь, как, я тебя спросил, там Кадыров как-то хотел вернуть тело, если я не ошибаюсь, но я сейчас не помню, не буду врать, я сейчас не помню, ну, дословно, я Муга, в общем, или что, и вот. Я помогу тебе. В общем, где он сказал, где один человек мне сказал, что если ты попросишь тело у Кадырова, они могут выдать его тело, да? Это? Да. Ну, да, я это открыто скажу, без проблем. Где-то в 2006-2007 году, примерно так, я могу ошибиться где-то с датами, вот, ко мне подошел один знакомый человек, и в ходе нашего разговора он сказал, что вот он видел какого-то там русского или отставного генерала или кого-то еще, не помню, но в общем человек был военным. Вот, он сказал, что якобы он передал вот этому, который со мной разговаривал, якобы, что если семья Масхадова обратится к Кадырову с такой просьбой о выдаче тела главы нашей семьи, то якобы, возможно, Кадыров пойдет на это и попросит у Путина и так далее. Ну, что я сделал? Я сказал этому товарищу, вот, которого я лично знал, я говорю ему, да как ты посмел передать мне это, или сказать вот это? Неужели ты меня так плохо знаешь? Неужели ты меня вот недостаточно знаешь? Ты так спокойно об этом говоришь мне? Не знаю, как тебе что передали, но я никогда, ни в коем случае, пусть это мой самый близкий человек, ни с какой просьбой к этому халую не обращусь. Пусть даже это касается вопроса о захоронении самого близкого мне человека. Вот. И ему говорю, что даже мой отец был бы против этого. Вот. То есть вот как-то так.
Ну, я как это подумал, обдумал, что, возможно, может быть, это было так и запланировано, чтобы нам это передали, нашей семье. А, Но это делалось, скорее всего, для того, чтобы, зная авторитет Масхадова в народе, сделать как бы еще очередной плюс для Кадырова. Ну, якобы там он построил мечеть, построил там какое-то здание, зоопарк, аквапарк, потом раз выдал тело Аслана Масхадова. Вот. Так что я никакие плюсики ему давать не собираюсь. Альхамдулillah. Не, я просто это тебя спросил, потому что, чтобы люди знали, как ты знаешь, много людей стараются очернить, много людей стараются говорить плохое. Это мы все слышим и знаем тоже. И вот эта вот дезинформация, да, многие стараются все время как-то, употреблять это. Вот поэтому я хотел, чтобы ты это повторил. И как вы все помните, вот я даже сегодня закинул, потому что мне вот одна сестра скинула этот фрагмент тоже, где Аслан Масхадов говорит, что никогда чеченский президент никогда не станет на колени перед Россией. Если вы этого до сих пор не поняли, то я не знаю, ни один из наших президентов, ни один не стал на колени по сегодняшний день. А Кадыров это не президент. Он, если вы не знаете, да, он губернатор, но не президент. Он типа вот есть, он вот шавка Путина, собака Путина. Президенты были наши, которые вот именно мы, народ, избирали. Это были наши президенты. И вот вы мне покажите хоть одного из нашего президента, что какой-то стал бы на колени перед Россией. Аслан Масхадов, то, что он сказал, он сделал. Он сдержал свое слово. Наши президенты именно умирали с оружием в руках. Если это тоже, тем, кто не знает. В основном вот это вот есть нынешняя молодежь, которая сейчас вот воспитывается, многое не знают. Им внушают совсем другое. Да, дома, к сожалению, сегодняшний день очень печальное положение, так скажем. Да. Потому что люди уже должны петь, как ее там, песню «Я русский» в школах, уже в школах. Наших героев убирают, делают своих героев. Как там космонавты Чеченской Республики и остальных предателей. Вот это вот для них герои. А наших героев они делают так, чтобы наших героев забыли. Вот поэтому сегодня очень важно запускать вот такие вот эфиры, говорить об этом, донести до людей, чтобы люди знали, кто есть кто. Многие даже и не знают, что сегодня вот именно, да, вот в 2005 году, это был 8 марта, тоже вот погиб, стал шахидом Аслан Масхадов. Вот многие об этом не знали и не знают. И если об этом не говорить, то, Аллахи, у нас тоже будет очень печальное положение. Я очень рад, что ты запустил, что подключил, что мы стараемся как-то донести. Вот по-своему что-то собираемся или делаем. И всем остальным тоже, кто здраво мыслит, кто еще не лег под этих вот оккупантов, так скажем. Не побоюсь я, так сказать. Вот для меня они оккупанты. Потому что на сегодняшний день они даже тело моего президента боятся отдавать. Даже по сегодняшний день. Это просто тело, там уже ничего такого нету. Даже христиане, даже мусульмане, даже православные, любая вера,
обязаны похоронить человека, кто бы он ни был. Неважно, там президент, не президент. Он, во-первых, человек. Его обязаны были похоронить. Но и эту возможность тоже не дают по сегодняшний день. Тогда о чем нам говорить? Одумайтесь, валай, лежи, ежи. Скажем ему, ты отсюда, уайли. Скажем ему, уайли отсюда. Шумцахаться было, ну просто, скажем, уайли, что объяснять, а вартость тогда. Может быть, что-то тогда у нас и получится вместе. Анзор, ишь, тунду, просто долго едешь, вот иногда на нервы, да, тоже я особо вообще, ну, ты мой характер знаешь, я, как говорится, по другой части стараюсь как-то вести себя нормально, так скажем. Ну, ты уже, я перебью тебя, извиняюсь, ты сказал вот, что наши лидеры, все лидеры погибли, отдали свои жизни в борьбе против России, в войне с оружием в руках. И ты напомнил ту видеозапись, где Масхадов говорит, что никогда чеченский, им не поставить на колени чеченского президента. Вот. Такое никогда не происходило в нашей истории. Все наши лидеры, лидеры нашего народа были на нашей земле, воевали в самое трудное время, не покидали нашу землю и шли до конца. Единственный случай в нашей истории, когда наш лидер попал в руки, и то, когда он, видя опасность, было окружение, были штурмы, это город Анапа, я говорю про шейха Мансура. И то самый такой тяжелый момент, он подорвал пороховой погреб, чтобы не попасть в руки этому врагу. Позже его, он был, находился в тюрьме в Шлиссельбургской крепости, это, ну, в то время Санкт-Петербург. Вот. И потом его судили. Его пытались склонить к предательству, то есть, чтобы он сказал вот такие слова, вот там, эта война была зазря, нам не надо было воевать. Вот какие слова требовали в то время русские от него. Не добились. Даже выступая на суде, вот ему дали слово, и выступая на этом суде, он очень красиво, как следует, подобает мусульманину, чеченцу, герою, выступил на этом суде и сказал, если бы его воля, если бы он мог бы, он бы воевал бы еще больше против этих русских. И он абсолютно не жалеет за то, что воевал против этих русских варваров. Вот. Пусть Аллах примет газават, джихад, шахаду всех наших героев. Алхамдулиллах, что они есть, что они были, что они останутся в нашей памяти. А наш долг – это передавать нашу историю нашему поколению, чтобы они гордились нашей историей. И вот эти слова, сейчас скажу, это видеозапись. Ну, в то время отец мне присылает эту запись в 2004 году, кажется, это было, чтобы я передал эту видеозапись грузинским телеканалам. И эта запись была предназначена вот, грузинскому народу, адресована грузинскому народу и грузинскому президенту в то время Саакашвили. Вот. И так он действительно сказал, что никогда чеченские им не удастся поставить на колени чеченского президента. Так ушли все наши герои. Первый президент наш Джахар Дудаев, Зелимхан Яндарбиев убит в Катаре, Аслан Масхадов, Абдул-Халим Садулаев, Докку Умаров. Алладе больше. Амин. Амин.
Просто многие не знают всего этого. Многие или делают вид, что не знают, или действительно не знают. Ну да, последнее наше поколение, да, многие не знают, тем более те, кто дома. Мгм. Все, как мы знаем, их учат совсем по-другому. Именно наших героев они делают террористами и бандитами, а своих предателей, своих манкрутов делают героями, как мы все это знаем. Я еще раз говорю, валлахи, билляхи, если бы у меня хоть... Я просто молюсь, да, в случае чего, чтобы у меня было такого же мужества, хоть чуть-чуть, как у наших вот героев. Я не знаю, у меня будет или не будет, валлахи, я не знаю, допустим. Потому что все мы знаем, они достойно ушли. И как один наш брат говорил, по-моему, вы все это слышали, этот видеофрагмент. Мгм. Не хочется даже умирать, когда козлы остаются. Мгм. Ну, Давай еще напомню одну запись на стене в городе Грозном, нашей столице. Там было написано: «Джохар, вернись, козлы нагреют». С одной стороны, это хорошая запись, это правдивая запись, но уже, к сожалению, уже обнаглели. Не то, что наглеют, уже обнаглели. К сожалению, это так. Уже для них нету ни чести, ни достоинства. Как говорил Джахар Дудаев, они не верят ни в пророка, ни Иисуса, ни Бога. Безбожники. К сожалению, это сегодняшний день это так именно. Но Алейкум салам. мы будем надеяться, мы будем молиться, иншаллах, что в свое время придет тот день, когда мы сможем поехать в свою любимую Чечню, где мы можем посетить могилы наших предков, наших героев. Иншаллах. Иншаллах. Я на это очень надеюсь, что когда-то этот день наступит. И если даже я этого не увижу, ну, потомки с милостью Аллаха это увидят. Иншаллах. Аллах. Просто слишком много мусора в последнее время, так скажем. Слишком много. Да, вчера сдвинул иман собор, хотя бы Чуточку, собор на веб-спун. Собор иман, как имам Саид Расул. Скажем, хотя бы церковь Ахлдов. Комментарий Шаха. Как раз тоже смотрю. Да, ситуация такова. Сейчас в мире все удивляются, вот что происходит. Вот мы следим за всеми событиями очень тщательно, что вот весь мир кипит. Ну, слушаешь там немецкие новости или там норвежские, или же французские. Уже идет разговор об участии войск НАТО в войне России против Украины. То есть, представляете, насколько далеко это зашло? Это еще начало. Путин пойдет до конца, будет еще хуже. Мы это видим. Даже до своей кончины, смерти, он успеет нагадить этому миру. Это варвар, это рогатое существо, которое пойдет на все. Не пожалеет ни своих, ни других, ни чужих. Ему без разницы. Лишь бы, чтобы кто-то страдал, умирал. Вот. Пугает там, пытается испугать другие страны.
которая более развита в экономическом плане и в технологиях, и военном. Вот. Ну и скажу, что у России нечем пугать, ничего у них нету, чтобы противопоставить против других держав, к примеру. Но это борьба за лидерство в этом мире. Когда-то был Советский Союз, который действительно имел там оружие, имел возможности пугать другие страны, вот, включая Америку, даже там этот, как его, который ботинком, Хрущев ездил туда, к ним на подводной лодке, там стучал своим ботинком по столу и сказал, что я вам покажу Кузькину мать. Вот. Это тогда было возможно, а сегодня это невозможно. Россия не в состоянии кого-то пугать. Алейкум У ассалам. России сегодня единственная вот эта вот атомная бомба, да, и этим они как-то пугают А что будет, людей. да. А что будет, если она взлетит, а потом полетит вниз туда же? У них же там Ну, ничего не даже если взлетает. она взлетит и полетит в другую сторону, другие тоже выпустят его сторону, то тогда уже всему миру придет конец. Там не будет уже тех, кто выиграл, тех, кто проиграл. Конечно, не будет. Проиграют все. Все проиграют, да. Любая война, в любой войне на самом деле вот выигравших нету, потому что страдает мирное население, погибает мирное население. Вот даже Вторая мировая война, сколько там, 22-24 миллиона потери Советского Союза. Представьте вот это, 23, ну, примерно тогда. Такое количество людей. Это огромное количество людей. Также были убиты немцы, там, поляки, французы, все нации Европы, к примеру. Огромное количество людей. Но после войны, если посмотреть сегодня на Советский Союз, которого нету, которого похоронили сами русские, и на то, что осталось, посмотреть, что осталось от России, и в каком она состоянии, и посмотреть ту страну, которую они бомбили, которую они штурмовали, флаги водружали на Рейхстаге, на Германию. Германия во много раз живет спокойнее, люди там живут намного раз лучше, чем в России, расцветает, процветает, созидает, а те в своем свинарнике топчутся на одном месте, в этой воне. Элементарно. В России, когда ребенок рождается, нужно занести в больницу. Когда ребенок поступает, ну, его там отправляют в садик, нужно занести. Когда ребенок поступает в школу, нужно занести и купить тоже все, что надо. Там, допустим, не дай бог, заболел ребенок, нужно занести. У меня вопрос тогда к россиянам. Да. И почему, короче, ваши дети кому-то что-то должны? И если вы все время заносите им, что вам дала ваша Россия? Возьмем, вот как сейчас сказал Анзор, Германию, или же Австрию, или же другую Европу, любую. Ребенок рождается, и ему, я сейчас не знаю, не буду врать, но каждый месяц, допустим, выплачивают около 600-700 евро. Ребенок хочет учиться, пожалуйста, есть такой вариант. Заболел, лечат, не нужно ничего заносить, не нужно никому ничего давать. Вот и и Германия, и Европа, и Россия. В России вроде бы есть и все, там богатство, я не знаю, практически и газ, нефть, уголь, все.
и то они самые бедные, по-моему, в этом мире. Даже по сравнению с Румынией, с Молдовой и с другими странами, да, по сравнению с ними, россияне, скажем так, да, вот самые бедные, особенно вот в деревнях. Если вы пойдете, там, поедете в какой-то Мухосранск, там, короче, там будет только один смех. И не более. И да, Ольга, там уже все ржавое, старое, как и, ну, знаешь, ржавое, старое. Я не думаю, что сейчас бы ржавое, да, потому что вот этот вот карлик, он боясь за свою власть, он боясь за свою жизнь, насчет этого он как-то, знаешь, подготовился, потому что он не хочет отпускать власть. Ему власть дороже всего. И насчет этого у него как-то будет нормально, так скажем, да? Так, Германия это... Ну ладно, с этим собственно, русские, Россия, с ними все понятно. Это терпило, это наш исторический враг, враг, который всегда нас насильственно выселял, навязывал нам свои войны, но есть такие подонки, которые служат им после всего этого, и которые пытаются как-то оправдаться, что вот это была не такая война, что это была наша вина и так далее. То есть трусы самые настоящие, подлецы, предатели нашего народа. Вот чего как бы невозможно понять. Ну, я это, да, спихиваю на их трусость. Или же хотение власти, или хотение там заработок, денег. Примерно так. Они, Анзор, скорее всего, просто обиженные. Обиженные в детстве. Потому что, знаешь, вот все мы были детьми, все. И, конечно, в детстве мы дрались. Мы там баловались, мы там игрались. Кто-то там побеждал, кто-то там проигрывал. А вот этих вот людей, короче, их, скорее всего, короче, они всю жизнь были такие вот униженные, ущемленные. Да. Вот сейчас они почувствовали власть и решили сейчас не то, что над своими обидчиками, а всем народом, да, со всем народом сейчас решили отомстить. Ну, это, конечно, мое мнение, я так думаю. Как-то там, я не знаю, насколько это правда, неправда, или, может быть, анекдот тоже. Говорят, как-то, короче, вот этот вот Кадырка пошел у себя, ну, в селении, да, там, старик, короче, умирал, школьный учитель. Говорят, старик при смерти, и там зашел вот этот вот Кадырка и сказал, короче, помнишь такое-то время в школе, как ты меня ударил? Да, помню, слышу. Типа, а ты знал, короче, что эта земля круглая? Вот видишь, каким я стал? Я теперь президент, короче, я теперь такой-то, такой-то. И говорят, старик ему сказал при смерти, короче, Рамзан, а что, короче, ты думаешь, короче, сейчас земля остановилась, что ли? Земля еще крутится. Так что земля еще крутится. Кто знает, что будет завтра. Да. Валикум ассалам, всем. Валикум ассалам, баракату. Я еще хочу подчеркнуть, что 8 марта, да, еще раз повторимся, был убит лидер чеченского народа, был убит подло, был убит именно тогда, когда наш лидер заявил о приостановлении боевых действий на территории Чеченской республики Ичкерия в одностороннем порядке. Была приостановлена война, то есть чеченские бойцы не стреляли в русских оккупантов. И наш лидер предложил сесть за стол переговоров, чтобы прийти к миру. Вот. И мы, то есть наша сторона, ждала реакции, ответа от российской стороны. Но ответа не было. И наш лидер даже продлил вот это приостановление войны в одностороннем порядке. И
вот именно в этот момент он и был убит в России. Вот поэтому мы и говорим, что это была подлость, это было очень подло. Вот что я хотел добавить. 8 марта, там, сейчас год вспомню, 1936 года были высланы лезгины, также наши братья-лезгины. 8 марта 1944 года были высланы балкарцы. Вот. И это выселение сопровождалось избиениями, убийствами, оскорблениями, так же, как выселяли чеченцев и ингушей. Вот. В феврале, 23 февраля 1944 года. Вот про балкарцев, наших братьев и сестер. Их также обвинили в коллаборационизме, в сотрудничестве с немецкими войсками. И вот по этой причине Сталин отдал приказ на выселение балкарцев. И во время этой насильственной депортации погибло, ну, я точно цифры не знаю, было депортировано более 30 тысяч, и из них, как я помню, было убито, погибло более 500. Вот. Вот что мы получили от России. И у балкарцев, и у чеченцев, и ингушей, у других народов Северного Кавказа, вообще Кавказа, появляются такие люди, которые вот, искренне любят вот эту Россию. Вот. И интересно, за что? Почему они любят ее? За что они ее любят? За то, что посылают сегодня нашу молодежь умирать там, в Украину? За эту Россию, которая нас всегда так убивала и выселяла насильственно? Ну, это уже хороший вопрос, кстати. Но за что? Да. Кабардинцев, черкесов. Да, черкесы тоже. Черкесов, по-моему, 21 мая, по-моему, Да, если я не ошибаюсь. Чеченцев и ингушей, короче, 23 февраля. Вот балкарцев сейчас, ну, сегодня вот тоже 8 марта. Да. Это все как-то вот по цепочке идет. И они еще спрашивают иногда, да, вот, а почему вы не любите русских? А почему я должен любить их? Я их язык не За люблю. что? Я даже их язык не люблю. И говорю лишь потому, что многие на нем разговаривают. К примеру, вот так. Мое отношение к ним самое брезгливое на самом деле. И вот в этих обвинениях, вот нас так обвинили в сотрудничестве с гитлеровскими войсками. Вот, хотя гитлеровские войска особо не продержались на Кавказе, они были отброшены сразу же, недолго были. Но если судить по такой логике, то в первую очередь надо было выселять самих русских. За миллионы власовцев, там, других, которые дивизиями, полками переходили на сторону в то время врага гитлеровских войск, и которые воевали против самих русских. Почему об этом они не говорят, почему ничего не говорится про это? Тут Яна пишет, Карачаев в ноябре. Я надеюсь, Яна, не 26 ноября. Потому что 26 ноября начался вот в Чечне. Да как раз день моего рождения. Я не знаю, короче, ну, можно же было бы хотя бы 25 ноября, я не знаю, там, 27 ноября. Ровно 26 ноября вот этот вот траур именно чеченского народа. Иначе еще по сегодняшний день стараются упрекать.
что мы там кому-то не помогаем, что мы там что-то не делаем. Мгм. Мы всю жизнь воюем, всю жизнь стараемся быть свободными. Уже сколько? 400 лет, по-моему, больше 400 лет, что ли. Ну, Тамерлан, даже так сказать, я даже сегодня знаю имена тех ребят, которые, наших братьев, которые были убиты в Украине или ранены в Украине, воюя против русских оккупантов. То есть чеченцы, я про чеченцев. Вот, и даже сегодня мы продолжаем эту борьбу на всех фронтах, учитывая наши ресурсы. Хотя мы находимся в таком Да, положении, что у нас этих ресурсов нету, но мы продолжаем свою борьбу. Вот. потому что мы хотим свободы. Мы хотим быть свободными. Мы хотим жить так, как мы хотим. Так, как нам наши предки, ну, так скажем, даже завещали. Как наши предки хотели жить. Тут пишут: «Валикум ассаламу алейкум баракату». Так, массо было шаладе хола. Аргун Васинтин. Сейчас все зависит от Украины. Сейчас все зависит от цивилизованного мира. Как цивилизованный мир поступит в сегодняшней ситуации, сделает реальные шаги, это от нас всех зависит, не только от Украины. Украина сейчас на фронте воюет сама, принимает участие в войне. Там гибнут украинцы, мирные жители, их граждане. Но мир все-таки продолжает занимать такую, извините меня, бессовестную позицию, что якобы их не коснется. Коснется. Коснется и других стран, если позволят русским делать то, что они сейчас делают в Украине. То есть сейчас надо всем понять, что точку ставить надо в Украине, а то завтра будет Литва, Латвия, там, Финляндия или другая страна какая-то, куда могут вторгнуться. Да, вы думаете, Путин это не сделает? Путин это сделает и сможет это сделать. Он сможет пойти на этот шаг, найдет любую причину и может даже без какой-либо причины. У них даже не было никакой причины вторгаться на нашу землю, на чеченскую землю. Нас обвинили в том, что мы мусульмане. Вот так это было сказано. Потому что этот, я чуть плохое слово не сказал, этот рогатый в Казахстане, выступая дважды, сказал в 99 году, что если надо, будет с Аллахом воевать. И многие из нас, мусульман, я про мусульман сейчас говорю, забыли про это. Хотя мы пытаемся напоминать, что никакой он не друг для мусульман или вообще для цивилизованного мира. Он еще нагадит в этом мире, если ему позволят. И никогда не был другом. Конечно. Это безбожное существо. Я еще хотел бы добавить, потому что я уверен, вот этот вот стрим многие увидят, многие услышат. А есть такая масса людей, которые говорят, что все те вот наши ребята, которые сейчас на данный момент в Украине, воюют за Украину, ну, поддерживают Украину. Я сейчас постараюсь дословно сказать. А есть такая масса людей, которые говорят, те ребята, кто там воюет под флагом Украины, это мунафики и кафиры. Просто я хотел бы это донести вам. Это, в принципе, неправда. Потому что этот человек говорит за себя и от себя. Он не смог это повторить. Ну, когда пришли люди и спрашивали его, если он такой достойный, то должен
открыть свое лицо, сделать видеообращение именно нашим бойцам в Украине, которые воюют за Украину, да, что они кафиры, если они сейчас воюют под флагом Украины. У меня вопрос к нему и к таким. А под каким флагом они должны там воевать? У Украины есть свой флаг. Украина – это отдельное государство. И эти ребята помогают Украине. Значит, они автоматом уже под флагом Украины. Если они воюют за это государство. И если вам что есть сказать, пожалуйста, сделайте видеообращение. Есть батальоны шейха Мансура, есть батальоны имени Джахара Дудаева. Обратитесь к ним и скажите, что вы думаете. И просто не надо там в ТикТоке или в Ютубе сидеть, всем утверждать, всем говорить, что те чеченцы, которые воюют за Украину, под флагом Украины, они не мусульмане. Не надо этого говорить. Лучше посмотрите на себя, а потом уже поговорим. Ну, ты сейчас тему про флаги, сейчас, секунду, Угу. чтобы тут... Не, просто, Анза, знаешь как, там был разговор такой, Ну, я понял. что те ребята, которые воюют сейчас за Украину, да, они легли под Я флаг понял. Украины, Я понял, они я не понял. мусульмане и тому подобное. Поняла. Смотри, если тут заметно. Угу. Власов. И какой флаг там? Ну, Ну, ты понял. И почему, да. почему это чеченцев или там балкарцев или других выселяли, обвиняли в сотрудничестве? Вот. Сегодня мы можем говорить о том, что Россия использует власовский флаг. Это одно. Смотри, насчет флага. Сейчас я свет включу. Вот флаг Украины. Вот символика Украины. Вот флаг Ичкерии. Вот. И ты сейчас говоришь, что вот там обвинения разного рода, что под каким флагом и так далее. Те наши братья, которые принимают участие в этой войне, войне против России, знают, что они находятся на территории Украины, уважая эту страну, они имеют с собой флаг Украины. Они граждане Ичкерии, и поэтому у них всегда с собой флаг Ичкерии. Вот. Это не означает, что они воюют с двумя флагами. Нет. Они воюют и надеются на то, что в один прекрасный день вот эти два флага водрузят на Кремль, иншаллах, на этот свинарник. Иншаллах. Иншаллах. Не, Анзор, мне просто обидно, когда такие люди, да, говорят таких громких слов. Угу. Тем более, этот человек, ему 23 года, он пацан, но он такой, типа, якобы умный. Угу. Он такие громкие слова говорит, которые не сможет завтра ответить. Да. А завтра по-любому спросят за эти слова. По сегодняшний день спрашивали у всех, у других тоже. Я не знаю, если человек там воюет сейчас за Украину, и если они, ну, они же, или я в чем-то ошибаюсь, я не знаю, они же автоматом же находятся под флагом Украины, потому что Да. это же отдельное государство. Отдельное государство, да. Ну, тогда пускай делает видеообращение вот именно к нашим бойцам и посмотрим, что они скажут. Это не их дело. Ну, я не думаю, что
наши бойцы, которые находятся на территории Украины, перед кем-то должны как-то в чем-то отчитываться. Вот. Я знаю, что они их вот таких пошлют очень далеко, на самом деле. Ну, вот я же говорю. И я-то знаю, что их пошлют. На русский корабль, да? Да. Как-то ж, к нам же заходил же Абуюнос тоже. Такой, Наш короче, брат, уже да. был готов, короче, всех и все послать, короче, на русские, на остальные корабли тоже. Их много. Целый флот уложили, бая. Да. Ты смотри, вот тут задает вопрос Тамерлан. Анзор, про каких мусульман идет речь? О тех, которые в составе ЗСУ или в мусульманских добровольческих контингентов? Вот, давай передам тебе. Речь идет, брат мой, именно о мусульманских добровольческих контингентов. Вот именно речь идет за них. Вот эти вот люди, тут есть несколько человек, которые все время утверждают, говорят, что они не мусульмане, что они кафиры, и если они воюют под флагом Украины. Вот это вот дословное слово. И они сейчас, вот те люди, которые вот это говорят, сидят там в блиндажах, под обстрелами, в окопах и пишут это сообщение, да, наверное? Угу. Скорее всего. К сожалению, да, я не знаю, где этот где-то, человек живет. ну, скажем, Могу сказать так, чтобы вы поняли, да, а вывод уже вы сделаете сами. Этот человек сказал, что он родился и вырос в Турции, и на данный момент тоже живет в Турции. Но возникает один вопрос. Когда человек родился и вырос в отдельном, ну, допустим, в турецком государстве, почему человек не может хоть одно слово сказать на турецком языке? Хоть одно слово. Я думаю, любой человек, если он родился в определенном государстве, если он там вырос, и если он там действительно живет, то он будет знать этот язык. Да, будет. Ну, я тебе говорил, Тамерлан, не обращай на это внимания. К примеру, в Турции я тоже. Я не обращаю. Просто мне обидно, когда вот именно за наших братьев вот говорят, и многие ему верят, его слушают, понимаешь? Вот что мне обидно. Вот поэтому я просто эту тему сейчас затронул тут. Да. Потому что я надеюсь, это видео тоже, этот стрим тоже увидят, услышат многие, чтобы до многих это дошло, чтобы многие уже сами начали думать, а не слушать вот этих вот балаболов, так скажем. Ну, в Турции я Так жил, что год примерно жил в Турции. Ну, успел чуть-чуть выучить турецкий, к примеру. Я мог там на улице что-то сказать, или если что-то скажешь, мог понять. Ну, что? Конечно, человек в любом государстве, где он живет, он автоматом должен учить язык, чтобы общаться, чтобы понимать этого народа. И элементарно знак уважения, так скажем. Да. К сожалению, это сегодня нету, но я надеюсь, до многих дойдет, и что многие не будут слушать вот эти вот балаболов, так скажем, потому что наши ребята там действительно, да, вот воюют на данный момент в надежде, что мы освободим свои территории, что мы освободим свои земли, что у нас будет своя собственная республика, что у таких, как я, допустим, вот я сейчас скажу за себя, чтобы у таких, как я, была возможность поехать домой, жить у себя дома и умереть у себя дома. Потому что на сегодняшний день у меня нет такой возможности. Ну,
сейчас я добавлю, ну, в нашей ситуации, чеченской ситуации. Я думаю, что никто не имеет права призывать куда-либо на войну, на любую войну. Вот. Человек, если хочет туда идти воевать, то должен сам принимать решение, ехать ему или не ехать. Ну, я это к чему говорю? Потому что я слышал некоторые речи некоторых людей, которые вот призывали на войну, находясь в Европе. Сами находятся в Европе и призывают там, ехать в Украину или другие даже страны, мусульманские страны. Вот. А сами находятся в Европе. Вот. И были такие люди, чеченцы, молодые люди, которые у меня спрашивали, как поехать там, в Украину и воевать там. Я говорю, ладно, раз ты можешь, например, решить и поехать туда, а не будут ли потом проблемы, скажем, с властью тех стран, в которых вы проживаете, например. Вот. Ну, и я думаю, что в основном мы должны делать концентрацию на том, чтобы в нашем обществе было единство, это одно, чтобы потом подготовить наше общество к самому важному дню, к дню, когда начнется деоккупация нашей страны, нашей земли. И как ты вначале сказал, мы сюда приехали не для того, чтобы пустить корни в Европе или в других странах. Мы прекрасно понимаем и знаем, что мы прекрасно, в один прекрасный день вернемся домой, на свою родную землю. Также жили и наши предки, которых вот так насильственно выслали с нашей земли. Они жили тем, что наступит день, когда мы вернемся домой. Вот, иншаллах, мы вернемся и все восстановим, и все отберем, что у нас забрали. И за все они ответят, за истязание, за унижение, за вот эти убийства, за вот эти пытки наших родных и близких, иншаллах. Иншаллах, придет этот день. Да, ламуллах. Да, и Аллах милостив. Я очень надеюсь, что украинцы водрузят свой флаг на Кремле, а чеченцы смогут сделать то же самое, но с чеченским флагом, с флагом Ичкерии, иншаллах. Да, именно у себя дома. Нам, как говорится, чужого не надо. Мы никогда не стремились к чужому. А почему бы нет? Мы всегда только защищали свое. Почему бы нет? Разделить. Потому что и все, и мы не так воспитаны. Ну, я это, конечно, мне абсолютно их ничего не нужно из-за этого свинарника. Лишь бы оставили наш дом, нашу землю в покое. Вот. Нам всегда важен свое. Мы защищали свое. Только свое. Даже вот любой это может посмотреть, любой истории вот из нашего народа. Мы всегда защищались, да, и защищали свое. Агрессоров, оккупантов. Вот именно. Никогда чеченцы ни на кого не нападали. Чтоб там кто-либо там не говорил. Там обвиняют, там, к примеру, сразу кто-то может тут написать даже, что вот там Шамиль Басаев напал на Дагестан, на Россию. Шамиль Басаев ни на кого не нападал. Я про 1999 год. Дагестанцы сами начали боевые действия в Дагестане и затем попросили помощь у Шамиля Басаева и Хатаба. А те в качестве добровольцев поехали помочь и были подставлены на самом деле. Вот в этой вот наша беда, слабость, так скажем. Когда нас просят, мы всегда помогаем, хотя мы знаем, что в конце концов нас делают крайними, нас делают виновными. И по сегодняшний день, куда ты ни смотри, мы везде виновны. Вот. Все время нас упрекают,
почему, говоришь, вы это, почему вы то. Мгм. Хотя есть и другие народы, то же самое, что делали чеченцы, допустим. Но только все видят вот чеченцев. Ну, это как Я не знаю. раскрученный бренд, понимаешь, в мире. В фильмах тоже там, уже голливудские фильмы снимают, там Да, говорят про да. чеченцев. И в фильмах тоже уже чеченцы. Мгм. Как Есть, раньше говорилось, в Африке какой-то взрыв, чеченский след. вот как раз таки я хотел сказать про чеченский след. Было такое стихотворение. Сейчас я постараюсь даже найти его. Что-то даже новое нашел, секунду. Ну, это очень интересная тема. Каин убил Авеля. Это первый чеченский след. А затем и не счесть, сколько от них было бед. Как-то потоп учинили, позже спалили Рим и Атлантиду сгубили, чтоб не достались другим. Подло и беспощадно ими казнен был Иисус. Это они с Чингисханом закабаляли Русь. Тихий чеченец Ленин Русь в крови утопил. Злобный чеченец Сталин голодом русских морил. Гитлер, будь он не ладен, тоже был где-то чечен. Тоже чечена Бен Ладен, Мао и Ким Ир Сен. Нет им нет им чеченцам прощения. Праведна наша злость. Так им за Хиросиму, так им за Холокост. Как бы, ну, вот, как-то так. Дело. А вот этот вот стиль я постараюсь сказать, что если я найду в аудио формате или в видео формате, обязательно хочу выставить. Это Шедевр, да? хороший стих, я вам скажу. Был еще один. Я даже найду сейчас, секунду. Ты договори, я тебе скажу, когда я найду. В общем, везде, ну даже так, где-то на диске, когда вот, самолеты врезались в башни-близнецы в 2001 году, 21 сентября, 11 сентября, то русские, было видно, что Путин рад этому событию, трагическим событиям, потому что это было выражено на его вот этом лице бессовестном. Затем российские спецслужбы даже вот устами Щабалкина, который находился в Ичкерии, обвинили чеченцев, что вот где-то чеченцы замешаны в этом теракте. Вот как они сказали, я помню это. Сейчас я стих этот найду. Тоже интересно. А вот ту ссылку я тебе скину. Тоже интересно. Да, Марко тут спрашивает один. Мне всегда интересно после освобождения Кавказа, на каком языке будут говорить между собой? На каком? Ну, не в языке проблема. Да, я тут вначале сказал, что вот, у меня даже ненависть к этому языку. Знаете, довели до этого. Довели. Не в языке проблема. Можем на английском, можем, не знаю, на грузинском, на чеченском. Но по-любому понимать друг друга мы будем. Тем более сейчас уже наш народ изучил много языков. Да, да. Найдем, как учиться, это не проблема. Мы, допустим, всегда быстро учимся, да, быстро учим язык, быстро приспосабливаемся и выживаем в любых условиях. Да.
Как же найти? No. Випер пишет, Анзор 911, моя любимая тема. 911, ага. Ну да. Что-то я не найду это стихотворение. Но очень интересно было. Ну да, там 911 было тоже интересно, блин, я тебе скажу. И даже помнишь вот этот вот в Бостоне, где братья Царнаевых, Да-да-да. там тоже вообще, короче, какие-то неполадки идут. Вот кто там один был, там, который ногу что-то оторвало, короче. Он, походу, эту ногу потерял в Ираке, это тоже доказано. Кто потерял? И, ну, Ираке на войне. Там же, когда в Бостоне этот, ну, был теракт, да, там же говорили, что он там потерял там ноги. Да. А журналисты уже выкарабкали где-то там, я не знаю, информацию, да, что этот чувак потерял ногу там, ну, в Ираке на войне. Там тоже такая непонятка идет конкретная. Как даже вот сейчас этот Навальный. Да. Я не знаю, насколько тоже это правда, неправда. Его же тоже, говорят, хотели обменять на этого, на одного киллера с Германии, который убил чеченцев, вот это вот. Да. Ну, Корсиков какой-то, да. Как его? тоже не знаю, насколько это правда, по правде говоря. Я сейчас тебе скидываю это стихотворение, нашел. Ну и зачитаю, с вашего позволения. Так. Горит земля на всех концах планеты, треноги полон мир от разных бед. ТВ вещает и твердят газеты, везде, где плохо, там чеченский след. Случилось ли в Париже наводнение? Не досчитался Пентагон ракет. Вам скажет ОРТ без промедления. Вот и сюда дошел чеченский след. Сорвался ли в Брюсселе чей-то ужин? Не получился в Лондоне обед? Поссорились ли супруга с мужем? Причина всем ясна – чеченский след. И пусть чеченцев не было и близко, и пусть среди заказчиков их нет, но сразу злополучная приписка звучит в эфире, вот чеченский след. И к черту все, презумпцию, законы, и пусть, похоже, все это не бред, сегодня правы те, на ком погоны, им чудится везде чеченский след. Сейчас. А нам, чеченцам, видится другое. У нас на все вопросы свой ответ. Мы видим в нашем горе непокоя в трагедии своей кремлевский след. Вот. Да, тут я согласен. Элементарно, рязанский сахар. Все мы знаем тоже, кто взрывал дома в России, но кому это все приписывали? Чеченцам. Да. А когда их вычислили, они сказали, это учебка, ну, учебная. Да. Хорошо у них учеба идет. Сперва взрывают, потом учебная система у них. Да. Так. Лария Суэл Массера Аллах да Кобал Дольцей Разводка Давидамонч Вижри Ежи. Делаю КФСБ 911, делаю рук ФСБ, но меня почему-то называют больным психопатом. Ну вот я тоже так примерно думал. И еще хочу вот заметить, помните, когда американцы покидали Афганистан вот, в спешном порядке, у меня сразу появилась мысль, что они хотят развернуть
свои войска уже в другом направлении, то есть против России, зная, что, видимо, у них была информация, что они готовят крупномасштабное вторжение в Украину. Вот примерно вот так я это анализировал. Хотя многие там говорили, что вот американцев победили, там все такое, это победа. Это не то, что победа была, а американцы решили оставить Афганистан и перейти на другой фронт. Потому что Россия уже стала, ну, видимо, у них была такая информация, что Россия хочет вторгнуться в Украину и в другие страны. Ну, этого Випера я еще скажу. Випер, ты не один такой. Поверь мне. Мы тоже психопаты, больные, ну и тому подобное. Уже нормально привыкли. Как говорится, добро пожаловать в клуб. А то одному скучно будет там. Да. Так, Тамерлан, давай пойдем к завершению. И ну, я тут объявлю, что позже я выставлю здесь ссылки. Мы планируем продолжить провести эфир на некоторых ссылках в ТикТоке. И что это, Милан, да? Да. Вот. Я тоже добавлю. И еще раз. Я извиняюсь, я просто скажу это сейчас на нашем народном языке, так что, ребята, не обижайтесь. Ежи интернет что садится совершен. Наксан шейга отсумана жвак доллар даса. Лучше уматься лучше отдать школяту. Ой, и так то ой киск. Ой, гисна дац ой то постоянно дой что ой дац постоянно хизо что ой постоянно ой холмана отхач бу. Ой хам массоне багаду. Умма цоуду дик шауэр постоянно вож ауэр. Allah der dicher dushvik. Сейчас цоуш цельш мегадыдуй мал хараш. А тем более нех отменуй сиде макол харашо. Надеюсь, Питер крыдух шудуй шу со ой мял деш дислер. Allah дал барт бойлой, Allah дал барт чар бойлой. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Амин, нисунтя. Амин, яла. Дикарду, вежри, ежри. Сейчас я иду к завершению. И еще раз скажу, что мы потеряли самых лучших, самых мужественных людей, а именно людей, которые воевали, отдали свои жизни ради нас, ради наших потомков. Иншаллах, мы сделаем все возможное, что есть в наших руках, чтобы сохранить это, чтобы передавать это нашим потомкам, передавать их имена, их героизм, рассказывать про них. Вот. Мы их любили, мы ценим их труд и их борьбу. Алхамдулиллах, хвала Всевышнему, что у нас есть герои, имена которых мы можем называть, и их очень много. Вот. Пусть Аллах помилует их и даст им рай, райские сады. Аллах газут обал дуйцей масера вайбусал вежри ижри. А также всех наших братьев и сестер, без разницы какой национальности, потому что мы сейчас говорили о тех
варварских акциях со стороны России и Советского Союза, когда наши народы отправляли вот таким бессовестным образом, вешая так бессовестно на нас ярлыки, тем самым убивали наши народы. Мы это не простим и не дадим простить это. Мы будем и об этом тоже напоминать. Это наша боль и это наша история. Иншаллах придет тот день, когда эти народы, которые пострадали от русских, от этого русского мира, будут вместе. И когда мы вот будем вместе, как Кавказ, то никакому чудовищу не позволим трогать наши народы, нашу святую землю, на которой была пролита кровь наших предков, наших героев. Пусть Аллах примет газават всех наших героев. Аллах Рейсхил, еще раз благодарю. Иншаллах, увидимся. Желаю вам всего самого лучшего, мира, свободы. Аллах Рейсхил. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Даю. Мгм.